Предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда в 2016 году будут проводиться на 46 затороопасных участках рек республики. Об этом сказали на традиционном научно-техническом совете Ленского бассейнового водного управления. О том, как собираются встречать весеннее половодье в Якутии, расскажет Виталий Абрамов. Итак, весна в этом году ожидается ранняя, примерно как и в прошлом году. Соответственно, и ледоход должен пройти так же. Этому поспособствует относительно теплая нынешняя зима и толщина льда, которая в этом году повсеместно меньше нормы. Заторы при вскрытии на основных реках Якутии неизбежны. Формирование мощных заторов льда, при которых максимальные уровни могут превышать опасные отметки, будет зависеть от конкретных гидрометеорологических условий в период вскрытия. Но чтобы уменьшить вероятность сильных заторов, на реках республики ежегодно ведутся работы по ослаблению прочности льда. Ослабить лед предстоит на территориях Ленского, Алекминского, Намского, Хангаласского, Кобяйского, Верхнеколымского и Среднеколымского улусов. На реке Лена у нас проводится на 36 участках распиловка льда 58 километров и зачернение 402 гектара. На реке Колыма у нас в 10 участках распиловка льда 12 километров, зачернение льда 63 километра. Всего на эту работу в этом году предусмотрена средства на сумму 18 миллионов 730 тысяч рублей. Однако, исходя из того, что русла рек постоянно меняются и наблюдения ученых, в этом году возможны коррективы работы по распиловке и зачернению. Сейчас прорабатываться будет не вопрос по просьбе главы муниципального образования Среднеколымский район провести зачернение вместо распиловки. Но сейчас в рабочем порядке Ленское бассейновое водное управление совместно с членами научно-технического совета рассмотрят эти предложения. Так что гидрологам предстоит еще поработать над этим вопросом. Кроме того, без внимания не останутся и реки Алдан, Амга, Нюя и Тяня, где на 25 участках будет зачернено свыше 180 гектар льда, а также распилено 2,7 километра на 4 участках. В случае же ухудшения ситуации за безопасным пропуском паводковых вод будут следить более 16 тысяч человек РСЧС Якутии. Виталий Абрамов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.